Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Первое заседание новой Украинской Рады. Задача номер 1 – сформировать кабинет. Кто охраняет мир и спокойствие жителей Донбасса? США отмечает День Благодарения. Как индейка чуть не стала символом Америки. Теперь передаем слово Праге. Сергей? События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Главная тема дня в Украине – первое заседание нового парламента. Выборы в Верховную Раду прошли в октябре. Народный фронт премьера Яценюка обошел блок президента Порошенко. Глава государства и весь политикум высказались за то, чтобы рабочие органы Рады были сформированы до 1 декабря. О возможном распределении сил в парламенте 8-го созыва наш киевский корреспондент Яна Полянская. Новый созыв Верховной Рады только начинает работать. Но о подводных камнях внешней политики и расстановке сил в парламенте можно судить уже сейчас. В коалиции соберутся 5 фракций. Лидер выборов – Народный фронт во главе с Арсением Яценюком, блок Петра Порошенко, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», радикальная партия Олега Ляшка и самопомощь Андрея Садового. Оппозиционный блок, состоящий в основном из бывших регионалов и коммунистов, будет работать в новом парламенте сам за себя. Он обязуется защищать интересы Донбасса. По мнению Сергея Высоцкого, депутата от партии Народный фронт, новая Верховная Рада и коалиция вряд ли будут стабильными. Слишком много в них зашито противоречий. Политик говорит, что расшатывать работу будут депутаты оппозиционного блока. Очевидно, Москва будет использовать эту площадку для расшатывания ситуации на внутриполитической арене по максимуму. То есть оппозиционный блок и все эти выкормыши Кремля, они будут напрямую провоцировать на какие-то конфликты, провоцировать комбатов, провоцировать патриотов и прочие здоровые силы, которые прошли Верховную Раду. Вместе с тем, говорит Высоцкий, это впервые в парламенте соберется конституционное большинство, более 300 депутатов из проевропейских и продемократических сил. Интеграция с ЕС станет одним из приоритетов их работы. По мнению Павла Розенко, депутат от партии «Блок» Петра Порошенко, сейчас главное четко следовать соглашению о создании коалиции. И коалиционные переговоры будут продолжаться. Только недавно, несколько дней назад, был закончен первый этап коалиционных переговоров – формирование коалиционного соглашения. Сейчас начинается второй этап уже формирования правительства, формирования рабочих органов нового Верховного Совета Украины. И в процессе этого этапа мы, я думаю, через неделю, через 2 будем иметь полный формат власти в Украине. А чтобы работа депутатов была эффективной, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предлагает ввести биометрический контроль. Подобная практика уже есть в Европе. Депутаты заходят и выходят из сессионной залы, а также голосуют только по отпечатку пальца. Нужно прекратить голосование не за себя и необоснованные пропуски заседаний Верховной Рады без уважительных причин. Должна быть без каких-либо дополнительных законов введена система, которая действует по нажатию конкретным депутатам конкретной сенсорной кнопки. Конкретного депутата конкретной сенсорной кнопки. Парламентарии пока не договорились о составе Кабинета министров, но сходятся во мнении, что без эффективной власти кризис в Украине будет усиливаться. Яна Полянская для «Настоящего времени». Ну и что касается коалиции новой Рады, в нее вошли представители 5 сил: блока президента Порошенко, Народного фронта премьера Яценюка, самопомощи львовского мэра Садового, радикальной партии Ляшко и Батькивщины Юлии Тимошенко. Какой будет новая Рада и смогут ли в итоге политики, не затягивая, конструктивно определиться с министерскими портфелями? Об этом я беседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода» Ростиславом Хотиным. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Среди украинских политологов распространено мнение, что новая Рада, 8-я, на год-два, потому что под купол заходят те депутаты, которые на треть минимум дискредитировали себя в предыдущих созывах, голосовали за диктаторские законы тогда в январе еще при Януковиче. И это все после того, что общество поменялось после Майдана, а вот политикум остался прежним. По-вашему, эта Рада проживет положенный срок? В Украине сложно делать прогнозы на долгосрочную перспективу, ведь никто даже 2 года назад, когда были предыдущие парламентские выборы, не думал, что та Рада проживет всего лишь 2 года. Говорить о том, что Рада не обновилась, вряд ли можно, потому что все-таки много новых лиц. Почти наполовину это новые люди, много молодых, амбициозных, перспективных политиков. Поэтому Майдан хотел досрочных выборов, он получил и нового президента, и новую Раду. Есть надежда, что этот парламент проработает все-таки больше, чем год-два. А хватит ли главной политической воли депутатам, когда почти за каждым из них стоит та или иная финансовая группа влияния или реальный олигарх,
хватит ли воли принимать действенные антикоррупционные законы? Есть два фактора, есть две дубинки, которые занесены над этим парламентом. Первая дубинка – это внутреннее давление людей, давление Майдана, обещания, те жертвы, которые принес украинский народ. Вторая дубинка – это дубинка Европы и дубинка Запада, которая говорит, что, ребята, украинцы, надо что-то делать. Реформы должны проводить, потому что действительно ситуация зашла очень далеко. Есть конфликт на Востоке, есть аннексированный Крым, очень медленно идут реформы, поэтому надо спасать Украину, и элита должна быть ответственной. Вот по поводу реформ. По сути, международное сообщество отмечает, обращаясь к Украине, Киеву, что мы не видим за последние полгода от вас действенных реформ. И с новой Радой связывают надежды на реформу не только украинцы, но и, в частности, иностранные доноры, которые сейчас не рискуют помогать стране с таким высоким уровнем коррупции. Готова ли новая Рада инициировать, подчеркиваю, реальные реформы? Или мы вновь станем свидетелями драки за министерские портфели и распределения финансовых потоков? Мне кажется, что есть какой-то консенсус, есть какое-то понимание в украинской элите, в правящем классе, что уже следующего шанса может не быть сейчас или никогда. То есть все лучшее в кадровом плане, что Украина имела, и президента, и премьер-министра, и правительства, она уже сейчас имеет. Если эти люди не смогут что-то сделать, если они выбросят на ветер эти обещания, тогда уже действительно можно говорить о том, что есть реальная угроза украинской государственности. Я вспоминаю цитату Бендукидзе, почившего. Он сказал, что даже если бы Кремль сейчас отвел свои войска от границы с Украиной, все равно война бы на Донбассе продолжалась. Почему? Потому что эта война выгодна достаточному количеству сил внутри самой Украины. Это сложно говорить. Ясно только то, что война очень серьезно влияет на темпы и на умедление украинских реформ. Она отвлекает внимание, ресурсы от реформ широких. Но, с другой стороны, как сказал президент Порошенко, война это не дает возможности отмазываться от реформ, говорить, что вот мы воюем, поэтому реформы не нужны. Нет, и война, и реформы. Спасибо. Пожалуйста. Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из США. Какими ситуации в Украине и геополитические амбиции Кремля видятся из Вашингтона? Накануне в Вашингтоне в Национальном фонде поддержки демократии обсуждали ситуацию в Украине. Выступившая на открытии мероприятия экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что Владимир Путин не будет вторгаться в Европу с большой армией, скорее он будет разными способами ее подгрызать, для того, чтобы внести в ситуацию хаос и дезориентацию. Комментируя перспективы военного вторжения в Украину, вице-президент программ Африки, Центральной Европы, Евразии, Латинской Америки и Карибского бассейна Национального фонда поддержки демократии Надя Дюк согласилась с этим тезисом Олбрайт, обратив внимание при этом на то, что возможности военных кампаний 21 века могут кардинальным образом отличаться от привычных способов ведения военных действий. Развязывание войны не обязательно всегда означает отправку войск. Есть пути, когда, в частности, посредством использования информации, посредством использования СМИ, создания помех в области торговли, посредством кибератак можно развязать войну. Мы сегодня в 21 веке. Это может быть непривычная полномасштабная война с танками, которую мы наблюдали в 20 веке, которую мы видим сегодня в Восточной Украине и в Крыму. Но в распоряжении президента Путина есть множество инструментов, с помощью которых он может начать войну нового типа в Европе. Надя Дюк также прокомментировала усилия по развитию демократии в самой России. Несмотря на то, что Россия не упоминалась в контексте поддержки демократии в сегодняшней дискуссии, россияне очень важный компонент всего этого процесса. В России много хороших демократов, которые теряют свой голос из-за давления, которое оказывается на социальные медиа, прессу и неправительственные организации. Сейчас законодательство таково, что вас могут арестовать и посадить в тюрьму, если у вашего блога более 3000 подписчиков. Это просто возмутительно. Но я думаю, что после того, как ситуация с войной в Украине будет тем или иным образом разрешена, все будут пытаться понять, как помочь русским в России достичь того же уровня свободы. Надя Дюк также уверила наших журналистов в том, что эта работа будет вестись в усиленном темпе. Я думаю, что США и западные страны сдаваться не собираются. Конечно, как человек, работающий в организации, которая помогает оказывать содействие развитию демократии в разных странах, я могу сказать, что хорошо было бы иметь больше ресурсов. В конце концов, оказывать такую помощь дешевле, чем посылать торпедоносцы. Это опыт, который мы получили уже много лет назад.
Мы не сдаемся и не забываем о России. Наоборот, мы планируем приложить дополнительные усилия в этом направлении. Зарплату едой из-за нехватки наличных будут выдавать в ДНР. У меня сообщение пресс-центра самопровозглашенной республики. В условиях дефицита денежных средств предусмотрено частичное введение натуральной формы оплаты труда. Сообщается, также создан пенсионный фонд ДНР, готова к работе почта Донбасса, открыто первое отделение для социальных выплат. Правда, в какой валюте, точнее, какими продуктами будут расплачиваться в этом случае, не сообщается. Что сейчас происходит на востоке Украины, как выживают люди? Фотокорреспондент Петр Шеломовский находился на Донбассе в течение нескольких месяцев и намедни вернулся домой в Прагу. О продолжающихся обстрелах, о новых властях, непризнанных ДНР и ЛНР, с ним говорила моя коллега Шахида Якуб. Петр, ну вот вы уже приехали из Донбасса, вы провели там очень много времени, навидались всего, наверное, больше не поедете? Наверное, поеду. Да? Ну, не знаю, наверное, поеду. Что еще, мало показалось? Ну, а что еще делать? Там вот, где постоянные обстрелы, где нет воды, нет электричества, жизнь, она стала очень примитивной. И люди, они привыкли к этому. То есть рядом с тобой падает снаряд, да, он осколками там разрушает здания, там, выбивает стекла, гибнут люди. Приезжает скорая, увозят людей, приезжают службы, чистят улицу, вставляют новые стекла, и через полчаса там уже полно людей. То есть люди абсолютно спокойны. Это что-то такое свыше для них. Прилетел снаряд, убил человека. То есть они становятся зомби? Убрали труп. Нет, они просто привыкли. И у них отсутствует чувство опасности, то, что вот рядышком опять может что-то взорваться? Ну, она есть какая-то опасность, что если взрывается, надо идти в убежище. Вот. То же самое. Ну, а предупреждает кто-нибудь, что сейчас будет взрываться? Нет. А это просто так на голову падает? Ну, ты слышишь, предупреждает следующим образом. Понимаете, Донецк, он устроен следующим образом. Линия фронта — это практически Донецк. То есть это аэропорт, это близлежащие там села, там Пески, Авдеевка, там Маринка. И фронт, он прям там. Что значит фронт прям там? Это значит, прям что, в городе? Да, это значит, что приезжают ополченцы, да, устанавливают пушки, устанавливают минометы, делают из них залп и уезжают. Об этом, это очень сложно снять на самом деле, но об этом говорят местные, очень много. Мы провели целый день с пожарными на 4-й пожарной станции города Донецка. Они же дежурят ночь, они все слышат. Когда выстрелы исходящие идут вокруг них, это значит, что приехала артиллерия, установилась и начинает стрелять в сторону украинских войск. Естественно, что они начинают отвечать. Естественно, что они отвечают позже, чем нужно. Естественно, что им очень сложно попасть. Да? То есть снаряды летят куда попало, убивают мирных жителей, не попадают по вот этим вот позициям ополченцев. Потому что те уже уехали. Те уже уехали, да. Те уже уехали, они промазали. То есть, ну, вот это вся вот история, когда мирных жителей не воспринимают как что-то, что на самом деле нужно защищать. Ни та, ни другая сторона. То есть мирные жители в этой ситуации, они просто как статисты. И они сами так себя воспринимают. Что очень напоминает или джунгли, или любую точку мира, скажем, того же Сомалию, где происходит такая же бесхозность, безнаказанность и абсолютное бесправие. Вот в чем дело, как бы, да, люди, общество, оно примитивизировалось, потому что очень многим людям там кажется, что вот олигархия — это плохо, коррупция — это плохо, да. Что еще плохо? Власть богатых над бедными, ну, это вот олигархия, да, в нашем случае, преступность плохо, вот все, что плохо, да, там, девушки, вызывающие себя ведут, тоже плохо, там, устои рушатся, семья, вот все, что им кажется плохо, они считают, что это надо убрать. И они это убирают так, как они это могут, да, с помощью автоматов, систем реактивного залпового огня, и остаются фактически на ровном месте. И на этом ровном месте, как философы Древней Греции, да, как Сократ с Платоном, они начинают изобретать государство, право, вот эти свои новые сословия стражей и мудрецов. То, как это им видится там, где они находятся.
Вот у меня такое ощущение, что если бы сейчас добавили какую-то религиозную подоплеку ко всем этим людям, ситуация бы напоминала исламское государство. Она есть религиозная подоплека. Понимаете, когда там, на вас целится из автомата человек, на шевроне у которого написано «Русская православная армия», или там «С нами Бог», то оно как же сразу начинает напоминать Сомали. Спасибо большое, Петр. Не за что. И вновь время эфира из Соединенных Штатов. Америка отмечает День благодарения. Благодарить и быть внимательным друг к другу – то, чего нам всем сегодня не хватает. Хорошо, когда для этого есть выбранный историей хотя бы день. В США сегодня отмечают один из самых популярных американских праздников – День благодарения. О том, как это делать правильно и как индейка едва не стала символом США вместо орла – репортаж Дарьи Кутковой и Андрея Дегтярева. 2 миллиарда 375 миллионов долларов. Предполагается, что столько будет потрачено в США на День благодарения, который в этом году приходится на 27 ноября. Сюда входят как атрибуты праздника, например, тематическая посуда, так и продукты, на которые американская семья в среднем потратит $300. На каждом праздничном столе будет жареная индейка, и по подсчетам Министерства сельского хозяйства их в США съедят 51 миллион штук. Традиция празднование Дня Благодарения восходит к 1621 году, когда первые переселенцы на североамериканском континенте отметили окончание сбора урожая после суровой зимы. А в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон объявил этот день национальным праздником. В 20 веке появилась традиция, согласно которой действующий президент США в канун праздника проводит церемонию помилования индеек, которых отправляют на ферму в Маунт-Вернон, бывшее поместье Джорджа Вашингтона, где птицы проводят остаток своих дней. Визитные карточки Дня Благодарения, семейные застолья, дальние поездки, парады, футбольные матчи и распродажи. Именно эти праздничные дни становятся самыми занятыми для авиа- и железнодорожных компаний, потому что в среднем около 50 миллионов американцев отправляются в путь, чтобы принять участие в семейных торжествах. Согласно опросам службы Gallup, уже несколько десятилетий подряд американцы называют День Благодарения вторым после Рождества самым любимым и семейным праздником. Нерушимая традиция последнего четверга ноября – благотворительность. Многие американцы помогают тем, кому повезло в жизни меньше. И, как говорят в Америке, настоящего Дня Благодарения достоин каждый. Благотворительность – это не только денежные пожертвования. Многие начинают этот день с работы в приютах для бедных и бездомных, где каждый может бесплатно отведать индейку, тыквенный пирог и картофельное пюре с клюквенным соусом. Между тем, экологи выступают против повального поедания индюшатины, каждый год делая очередную подборку фактов жестокого взращивания птицы. Самые актуальные проблемы – искусственное осеменение и насильственное вскармливание, чем объясняются гигантские размеры индеек. Средний вес – 8 килограмм. В 2014 году в США будет произведено примерно 214 миллионов индюшек, общий вес которых превысит 10 зданий Empire State Building. После праздничного четверга наступает Черная пятница, день, который называют стартом сезона предновогодних распродаж, времени, когда магазины получают самую высокую прибыль в году. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставки. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Язык тела, жестов и язык одежды. Для политиков и людей бизнеса знание этих языков зачастую залог успешных переговоров и публичных выступлений. Кто владел и владеет ими в совершенстве. Кому стоит не только прислушиваться, но и присматриваться. О женщинах с безупречным вкусом корреспондент Reuters Екатерина Бучнева. Этот шерстяной костюм Маргарет Тэтчер носила в 1975 году, когда стала лидером консервативной партии. Теперь этот наряд британского дизайнерского дома Mansfield выставляется в одном из лондонских музеев. Он стал экспонатом выставки, посвященной модным пристрастиям женщин-политиков. Историки полагают, что их одежда может многое рассказать о своих владелицах.
Интересно, говорит куратор выставки, что этот костюм, его она носила до того, как стала премьер-министром, выглядит мягче, менее мужественно и с более округлыми плечами, чем те наряды, которые стали ассоциироваться с ней позже, во времена ее премьерства. Историки считают, что Тэтчер изменила свой стиль, подстроившись под мужской мир политики, и даже дамские аксессуары использовала своеобразно. Например, говорят, что, требуя уступок от Европы, она хлопнула сумочкой по столу. В наши дни женщины все больше внимания уделяют собственному комфорту, и политики не исключение. Канцлер Германии Ангела Меркель явно нашла формулу своего стиля. Большинство ее фирменных блейзеров на 3 пуговицах сделаны дизайнером из Гамбурга Беттиной Шенбах. У канцлера они есть практически во всех цветах. Это фактически стало ее униформой, не то чтобы по-настоящему мужской, но и не очень женственной. Она выглядит очень практично, нет ничего лишнего. Она грозная леди, и в этом ее сходство с Тэтчер. Впрочем, не только политики используют моду для демонстрации своих убеждений. Саманта Кэмерон, жена британского премьер-министра, произвела фурор, появившись на публике в платье из сетевого магазина за 65 фунтов. Это примерно 4500 рублей. Первая леди США Мишель Обама предпочитает одеваться только у американских дизайнеров, а бывший гендиректор модного дома Бербери Анджела Аренс всегда заявляла, что носит одежду лишь той марки, которую сама продвигает. Ее переход на позицию вице-президента корпорации Apple породил немало шуток. В сфере IT не принят официальный стиль, все носят брюки чинос и таскаются в мальчиковых кроссовках. Мне было бы интересно посмотреть, как это воспринимает мисс Аренс и как она преподносит себя в такой обстановке. И хотя времена, когда о статусе человека можно было судить по его шляпе, давно прошли, эксперты напоминают, будь вы хоть политик, хоть поп-звезда, встречают всегда по одежке. И другие темы. Далее у нас эфир из Вашингтона. Коллеги готовятся рассказать о новом методе ранней диагностики заболеваний, передающихся по наследству. Большинство редких генетических заболеваний проявляются уже на ранних этапах жизни человека. И хотя ребенок может иметь определенные симптомы, подтвердить диагноз бывает достаточно сложно. Наш репортаж о новом генетическом тесте, который может повысить качество ранней диагностики. Кальвин Лапидус любит ходить в детский сад. Его мать Одри говорит, что он легкий, радостный ребенок. С ним очень легко, ему нравится все. Больше всего он любит людей, любит обниматься, любит свою сестру. Старшая сестра Сэдди тоже любит Кальвина и развлекает брата ему на радость. Кальвину 3,5 года, однако он не ходит и не говорит, и отстает в умственном развитии. Мать заметила отклонение уже через несколько месяцев после рождения ребенка, однако врачи уверяли ее, что развитие идет нормально. К 8 месяцам он так и не начал сидеть, он не переворачивался самостоятельно. Все шло не так, как надо. Лихорадочные поиски информации о том, что же происходит с Кальвином, привели семью в Центр клинической геномики при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Мальчика протестировали при помощи нового метода с использованием секвенирования генома, которое позволяет анализировать геном в целом, а не каждый ген в отдельности. Команда ученых исследовала ДНК Кальвина и его родителей. Далее они просканировали все гены одновременно в поисках определенной мутации. Говорит Стэнли Нельсон, профессор генетики человека, патологии и лабораторной медицины. В среднем в результате этого тестирования каждое расположение в геноме показывается 100 раз. Это означает, что мы видим 50 вариантов ДНК от матери и 50 вариантов от отца в каждой базовой позиции в экзоме, белковом покрытии генома. Это позволяет получить картину невероятного качества. Из 5000 редких генетических заболеваний симптомы Кальвина совпали с синдромом Питта-Хопкинса. С того момента, как Кальвину был поставлен этот диагноз, более 814 пациентов, чьи симптомы врачи не могли объяснить, были протестированы по новой системе. Среди самых сложных случаев, как у Кальвина, четкий диагноз получили 40%. Еще 20 лет назад эта статистика составляла только 5%. Одри Лапидус отмечает, что хотя диагноз мальчика стал для нее ударом, теперь семья знает, чего ожидать. Четкая информация, безусловно, помогла мне подготовиться к будущему. Теперь я знаю, что будет с сыном. Кальвин – один из 500 пациентов с синдромом Питта-Хопкинса. С недавних пор в США действует фонд исследований этого редкого генетического заболевания, который организовала Одри Лапидус. Цель его работы – поиск методов лечения этого синдрома.
Благодаря современным технологиям, таким как фото и телекамера с высоким разрешением и широкополосный интернет, теперь можно увидеть мир совершенно по-новому. Хотя миллионы людей каждый год посещают такие достопримечательности, как Статуя Свободы и Таймс-сквер, лишь немногим довелось посмотреть на мир с высоты птичьего полета, находясь на самом верху таких знаменитых сооружений и объектов. И вот у одного художника появилась интересная идея. Это один из видов Вашингтонского монумента. А это вид с монумента. Он снят камерой с высоким разрешением EarthCam. Действительно уникальное произведение искусства. Такое не снимешь просто потому, что тебе захотелось. Хорхе Родригес Геррадо создал этот портрет национальной аллеи. Он назвал его «Из многих единое» и при помощи технологии подарил его миру. Я решил снять молодого человека крупным планом и ходил по национальной аллее, спрашивая молодых людей, которые прогуливаются там в одиночку или с семьями, не хотели бы они поучаствовать в проекте и можно ли сфотографировать. Родригес Геррадо сделал несколько десятков снимков и составил композиционный портрет «Из многих единое». Это было лишь первым шагом на пути к созданию футуристического произведения искусства. Действительно, благодаря передовой современной технологии удалось все это изобразить, а потом увеличить с использованием спутниковой навигационной технологии. Вот так Хорхе выгравировал портрет, а затем спутник GPS нанес около 10 тысяч векторных точек, которые потом оживили волонтеры на Земле. Это не просто композиционный портрет, составленный из множества разных типов лиц американцев. Здесь еще важно, как все это размещено и в каком масштабе и с какой дальностью видимости. А потом помогли другие. Учитывая, что в Вашингтоне люди обычно говорят «нет», самое замечательное в этом проекте было то, что все сказали «да». Дэвид Уорд, старший историк в Национальной портретной галерее. Это был один из редких случаев, когда галерея заказала произведение искусства, а затем оставила его снаружи на всеобщее обозрение. У нас появилась эта идея, и через 6 месяцев она воплотилась в жизнь. Я думаю, что это имеет огромное значение для Вашингтона и для национальной культуры. Огромное в двух отношениях. Во-первых, огромные размеры этого проекта. 2000 тонн песка, 800 тонн грунта, 10 тысяч столбиков для вычерчивания портрета и 13 километров веревки для составления контуров. И все это на 2,5 гектарах площади Национальной аллеи. Во-вторых, волонтеры. Около 80 человек выполняли всю работу, плюс материалы, предоставленные такими компаниями, как Clark Construction и спутниковые изображения, сделанные компанией Topcon. Все приняли в этом участие. Это был тот случай, когда план на самом деле реализовался. Ну и, конечно, любой в Вашингтоне подтвердит, что получить помощь от многих учреждений – это сложнейшая, поистине монументальная задача. Это была просто замечательная идея. Все учреждения смогли объединить усилия, работая над проектом, который точно сделает Национальную аллею еще более привлекательной. И это при том, что служба национальных парков обычно неодобрительно относится ко всяким художествам, меняющим лицо аллеи. Но на сей раз все обстоит иначе. Этот портрет будет пропахан, чтобы разрыхлить почву. И вот, спустя множество часов работы, полетов на вертолете, фотографирования со спутника, после того, как использовано множество различных материалов, с размахом задействована креативность художника, придумавшего все это. Уже в ноябре шедевр исчезнет. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заглядывайте на наш сайт currenttime.tv. Там много интересного. Увидимся завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Но настоящее время наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.